Смотрите сегодня в выпуске. В Стокгольме грузовик въехал в толпу. Есть погибшие. США атаковали в Сирии авиабазу сил Асада. Я призываю все цивилизованные государства присоединиться к нам. Законопроект о статусе крымско-татарского народа в Украине зарегистрировали в Верховной Раде. Мы сделаем все для того, чтобы в мае месяце этот закон был рассмотрен. 7 апреля, 1135-й день аннексии Крыма. Добрый вечер, вы смотрите «Заман». В Стокгольме грузовик въехал в толпу. Есть погибшие. По данным Громадского, погибли по меньшей мере 5 человек, 8 ранены. В городе введено чрезвычайное положение. Полиция задержала подозреваемого. Премьер-министр страны заявил, что Швеция подверглась террористическому нападению. Очевидцы выкладывают фото с обморочными людьми, лежащими на асфальте. Мы будем следить за развитием событий. США атаковали в Сирии авиабазу сил Асада. Американские военные нанесли удар десятками ракет «Томагавк» по аэродрому Шейрат на западе Сирии. Это стало ответом на гибель десятков людей в результате химической атаки в провинции Идлиб. Такой шаг является первым за 6 лет гражданской войны в Сирии прямым американским нападением на лояльные президенту Башару Асаду силы, а также значимым военным приказом президента США Дональда Трампа со дня вступления в должность президента. Ракетный удар свидетельствует о резком развороте в политике Трампа, который в прошлом году вел предвыборную кампанию, выступая против втягивания США в ближневосточные конфликты. Уже есть реакция России на ракетный удар США по Сирии. В жизненно важных интересах национальной безопасности США предупреждать и предотвращать распространение и применение смертоносного химического оружия. Нет сомнений в том, что Сирия использовала запрещенное химическое оружие, нарушила свои обязательства по Конвенции о химическом оружии и проигнорировала призывы Совета безопасности ООН. Сегодня я призываю все цивилизованные государства присоединиться к нам в стремлении положить конец кровопролитию Сирии и покончить с терроризмом во всех его видах и проявлениях. Что решение о нанесении ударов было принято в Вашингтоне до событий в Идлибе. И эти события были просто использованы как предлог для демонстрации силы. Российская сторона приостанавливает действие меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операции в Сирии, заключенного Соединенными Штатами Америки. Призываем Совет Безопасности ООН провести чрезвычайное заседание для обсуждения сложившейся ситуации. Законопроект о статусе крымско-татарского народа в Украине зарегистрировали в Верховной Раде. Он определяет статус Крыма как национально-территориальной автономии в составе Украины и регулирует вопросы представительства крымско-татарского народа в органах власти. Авторы законопроекта убеждены, что он поспособствует развитию коренного народа и ускорит деоккупацию полуострова. И определен статус законом Меджлиса крымско-татарского народа, Курултая крымско-татарского народа, региональных и местных меджлисов. Но и ключевое место в законопроекте – это определение политического статуса автономной республики Крым. В законе указывается на то, что автономная республика Крым является национально-территориальным автономией крымско-татарского народа в составе унитарного украинского государства на основе права крымско-татарского народа на самоопределение. Принятие этого закона кардинально укрепляет возможности украинского государства к деоккупации Крыма и его возвращению в состав Украины. Я уверен, что никто его специально затягивать не будет, и мы сделаем все для того, чтобы в мае месяце этот закон был рассмотрен. Безвизовый режим с ЕС для украинцев может вступить в силу уже в начале лета. Как ехать? Можно ли крымчанам и насколько? Ответы на эти вопросы искали журналисты «Заман». 11 июня. Ориентировочно украинцы уже смогут ездить в Европу без виз. Речь идет о туристических и деловых поездках, не превышающих 90 дней пребывания в Європі. Станом на зараз видано майже 3 мільйони біометричних паспортів.
це якраз, скажімо так, відповідь на те, скільки українців готові вже сьогодні скористатись безвізовим режимом. Давид Стулик из представительства ЕС в Украине утверждает, что даже когда безвиз вступит в силу, на границе будут задавать все те же вопросы, что и раньше. Но при этом дополнительные документы будут не нужны. Це є і документи, які кожен з нас, хто їздить, має з собою якусь там бронь, наприклад, електронну навіть готелу. Може показати запрошення на певні там ярмарки для бізнесу, або на фестивалі. Хтось їде там на якісь спортивні події, покаже квиток. Так що не треба буде з собою возити всі ці різні довідки про стан банківського рахунку, чи про те, що ви маєте певну нерухомість, підтвердження від вашого роботодавця, що ви десь там працюєте. Це не буде потрібно. Чтобы воспользоваться визовой либерализацией, нужно будет получить биометрический загранпаспорт. Владельцы загранпаспортов старого образца также смогут путешествовать. Однако для этого им нужно будет продолжать получать визы. Визы, которые были выданы до безвиза, также будут оставаться действительными. Сложнее обстоят дела с украинцами, которые проживают в Крыму. Евросоюз не признает паспорта, которые были выданы Россией после аннексии в Крыму. Вони можуть прибути на материкову Україну, отримати біометричний паспорт. Це можливо. Для багатьох українців, що мешкають там, виїзд за межі Криму, виїзд з українським паспортом все ж таки ставить під загрозу, в першу чергу, його політичний статус як громадянина. Але зараз їм є дана можливість. Або ви їздите з російськими паспортами, звертаєтеся за візами в Україні, платите 60 євро, або у вас є паспорт украинского громадянина, биометричный, и ездите без виз. До получения долгожданного безвиза Украине предстоит пройти еще несколько формальных шагов. В конце апреля послы стран Евросоюза должны утвердить безвиз. В мае запланировано голосование Совета глав МИД, далее подписание документа. Последний этап решения о безвизе должно быть опубликовано в официальном вестнике Евросоюза. Елизавета Цареградская, Эльдар Тарахташ, Заман, АТР. Завершился 4-дневный визит муфтия крымских мусульман Хаджи Айдера Рустемова в Турцию. Во время всех официальных встреч муфтий рассказал представителям Министерства по делам религии и главам религиозных учреждений о нынешней неблагоприятной ситуации крымских татар на полуострове. В свою очередь, представители религиозных организаций попросили Хаджи Айдера Рустемова оповещать их обо всех притеснениях мусульман в Крыму. Наряду с этим было принято решение о скором взаимосотрудничестве в различных проектах. 12 экс-бойцам спецроты МВД «Торнадо» объявляют приговор в Оболонском суде столицы. Приговор состоит из 86 томов, поэтому читать его будут несколько часов. Бойцов задержали 2 года назад. Их обвиняют в пытках и изнасилованиях. Здание окружено полицией и Нацгвардией. В суде объявили нерабочий день. Здесь сегодня рассматривают одно дело. Оглашают приговор экс-бойцам батальона «Торнадо». Их под сеткой и тщательной охраной по очереди доставляют в суд. Суд начался с опозданием на час. Поддержать торнадовцев пришли около 30 человек. 2 года назад военная прокуратура задержала 8 бойцов подразделения «Торнадо» вместе с командиром Русланом Онищенко. Их обвиняют в изнасиловании и пытках людей. Сами же подозреваемые называют себя борцами с контрабандой, которым решили отомстить. Лично присутствовал тогда, когда выяснилось, что происходит контрабанда в зоне АТО. И Руслан лично построил весь батальон и сказал: пацаны, у меня 80% батальона с Донецкой и Луганской области, у всех там дом. И нам предлагают бабки за контрабанду, чтобы мы закрыли свои рты и молчали. Кто хочет вернуться домой, шаг вперед. И все как один вышли. И Руслан сказал: будьте готовы к тому, что нас обвинят в самых страшных преступлениях и закроют. И сейчас самый интересный вопрос. Изнасилование! Было! Да. Ни один обвиняемый, тогда еще подозреваемый, не подал никакого заявления или ходатайства о каких-либо фактах контрабанды. Микрофон судьи не работал. Прокуроры, журналисты и обвиняемые не слышали, что зачитывал судья. Сторонники «Торнадо» подняли шум в зале суда.
2 месяца пытались, 2 месяца! Вы даже не представляете себе, до какой степени это необоснованное обвинение. У нас убийства такого даже нет в обвинении. Изнасилование, вот я слышал, такого даже нет в обвинении. У нас было придумано, вот ребятам придумали там половое преступление, было исключительно с целью закрыть судебное заседание. В обед судья объявил перерыв. Далее продолжили в закрытом режиме из-за фактов сексуального характера и информации, которая может навредить пострадавшим. Судьи опасаются, что не успеют до вечера зачитать приговор. Ми будемо працювати на кінцевий результат. Справа нараховує 86 томів і 13 обвинувачених. Можемо лише припускати, що вирок буде немаленьким. Военная прокуратура просит приговорить 11 бывших бойцов «Торнадо» к лишению свободы от 8 до 15 лет. Только для одного из экс-торнадовца Юрия Шевченко прокуратура требует 3 года условно. Он частично признал вину. Эльвина Сидбулаева, Ислам Пинка, Заман, АТР. Джамала Юэй. Документальная лента с таким названием появится в прокате 13 апреля. Посмотреть ее можно в 20 кинотеатрах 13 городов Украины. Журналисты Заман одними из первых посмотрели фильм на премьерном показе. На ней белоснежное легкое платье от Андре Тана. Рядом жених и ее мама. На презентацию фильма о себе Джамала пришла не одна. Допремьерный показ проходил в одном из столичных кинотеатров. Среди приглашенных гостей можно было встретить и украинских селебрити. Джамала Юа – работа молодого режиссера Анны Акулевич, для которой это дебют в документальном кино. Кіно саме про те, яка Джамала, коли займається своєю справою. Коли вона зовсім не контролює те, що вона говорить, те, що вона на цей момент відчуває, тому що вона вже дуже вправно з цим справляється. Вона знає, як себе поводити перед камерою. Але, на щастя, мені здається, і не тільки мені, у фільмі вона щира, якісна і справжній творець. Кино о жажде победы и стойкости крымско-татарской певицы. События в фильме охватывают период подготовки к Евровидению, о том, как работает Джамала и ее команда. Для создателей картины было важным снять свое авторское кино, поэтому Джамала не контролировала процесс создания фильма. Ми знімали фільм за умови, що вона знає, але вона не контролює процес. Тобто вона не мала права, і вона цього делікатно підтримувала все це. Вона жодного не мала, жодних претензій, проблем з нами, з знімальною групою. Все було так, як знімав режисер, і як він бачив мене, нашу працю з моєю командою, цю підготовку. Це суто авторська така картина, і я дуже вдячна, що вона є, хоча мені здається, що мені ще зарано, що про мене там знімали фільми, і я відчуваю, що я на початку. Бюджет фильма более 40 тысяч долларов. Деньги выделил меценат из Германии, который пожелал остаться неизвестным. Прокат картины обеспечивает фонд Госкино. Государству фильм обошелся в 65 тысяч гривен. Документальне кіно в Україні не вистачає. Телеканали продукують, я би не назвав би це документалістикою, це така телевізійна в лапках документалістика, яка мало схожа на справжню нормальну документалістику. І, власне, ми збираємось пропагувати такі фільми. Я бачив лише шматочки фільму про Джамалу. Перше, що мене вразило, це та щирість, яка від неї, як то кажуть, прямо. В национальный прокат Джамала Юа выходит 13 апреля. Авторы фильма намерены отправлять его на международные фестивали. Елизавета Цареградская, Ислам Пинка, Заман, АТР. Около 200 киевлян собрались на утреннюю зарядку в Мариинском парке. Таким образом, украинцы отметили Всемирный день здоровья. Любе 20 лет, занимается легкой атлетикой. Увидела в соцсетях приглашение на публичную зарядку. Пришла сама и привела друзей. Я взагалі вважаю, що саме з людини починається нація, і тому кожен має починати з себе. В ці роки більше тенденція стала на здоровий образ життя. Приготовились, будемо робити випади, опускаємося вниз і вверх.
Министры здравоохранения и молодежи и спорта отправили на зарядку под парламент по одному заместителю. Найважливіша складова цих речей, які зараз відбуваються, що все те, що ви бачили, воно має стати модним трендом. Модним трендом для депутатів, модним трендом для прем'єр-міністра, модним трендом для президента, які як взірець для нації повинні показати, що здоров'я нації – це є саме головне надбання і цінність. Це пріоритет держави, це державна політика, щоб нація була здоровою. І ми все-таки доказуємо нашими перемогами, спортивними перемогами, що ми єдина спортивна Україна. Лидия Полянская, Эльдар Исматов, Заман, АТР. На этом пока все. Следующий выпуск новостей смотрите в 20:00. После «Заман» эфир продолжит программа «Бугун». Ведущие Кристина Бондаренко и Сергей Щербина. Гость студии – российский адвокат Николай Полозов. Хорошего вечера. Будьте с нами.